Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Послание ангелов о вашем будущем, о том, что грядет, надвигается в вашу жизнь. Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте посмотрим, какое послание передают вам ангелы. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои милые, ну давайте начнем. Смотрите, здесь образ людей, которые из темноты выходят. То есть, грубо говоря, вы сейчас ходите в темноте. Возможно, вы что-то ищете, там выход из сложной ситуации. Может быть, вы вообще не знаете, что вам делать, чем заняться, где себя применить. Да? Хождение в муках в темноте, в кромешной темноте. Здесь говорят, что будет свет, что будет знак, что вы обязательно найдете то, что вы ищете. Вы все разные, отсыпка общая. Ищете вы, опять же, свое, каждый ищет свое. Вы это точно найдете. Не сдавайтесь, не опускайте руки, продолжайте движение. Вы свое найдете. И знаете, как свет вам дадут, как включат свет. Представьте, в темной, абсолютно темной комнате включается свет. Такая картиночка показана. То, что вы ищете, вы точно найдете. Причем гораздо быстрее, чем могли сейчас подумать. Потому что это событие, оно прям в корне рисунка. То есть, буквально, не знаю, в ближайшие дни. То, что вы искали, то, что вы хотели, то, что было вам необходимо, вы найдете, увидите, получите. Будет именно так. Я еще показываю человека, от которого вы отворачиваетесь, отказываетесь. Может быть, считаете, что этот человек уже себя показал, да? Себя показал, и как будто бы вы не хотите дальше продолжать. Кто-то не хочет продолжать дружбу, кто-то не хочет продолжать сотрудничество, кто-то не хочет продолжать отношения. Вам говорят, что этот человек вам еще пригодится, либо этот человек еще сыграет свою ключевую роль в вашей жизни. Опять же, вы все разные. То есть не отворачивайся сейчас, либо не отсекай сейчас. Еще немножечко, да, потерпи, либо позволь этому человеку побыть в твоем кругу, да, рядом с собой побыть. Этот человек вообще мне идет как выстрелит, если честно. То есть сейчас вроде как ничего не делает, неинтересный, не знаю, медленный, в каком-то застое находится, но вот как выстрелит. И еще вам пригодится, да, либо что-то будет для вас делать, о чем вы даже не подозреваете, либо на что вы даже и не надеетесь, даже не думаете об этом, что на что-то способен этот человек. Окажется, что ого-го, на что способен. Как дайте шанс, да, дайте шанс. Разойтись, порвать отношения, разорвать контракт, вы всегда успеете. Но если сделать это сейчас, в ближайшее обозримое время, будущее, то вы очень многое потеряете. Либо недополучите. И потом будет обидненько. Да? Зачем вам себя обижать? Просто дайте либо еще один шанс, либо подождите. Немножко подождите. И еще ангелы предупреждают о каком-то замысле, заговоре, сговоре против вас. Но здесь два человека. Вы знаете,
Недавно у меня на другом канале было видео, и приблизительно такую же картинку показали. Как два человека против вас сговариваются, договариваются и хотят что-то плохое вам сделать. Плохое. Но будет попытка неудачной. Либо как вы отобьетесь, да, сумеете отбиться от нападок этих людей. Вы понимаете, их двое против вас одной, либо вас одного. Силы как бы не равны. Но за вас кто-то вступится, заступится. И вот вижу, что отобьетесь, либо попытка эта будет абсолютно неудачной. Смотрите, лихим людям в голову заглядывать бессмысленно. Вот они рождаются с такими темными головами, с черными сердцами и абсолютно с такой крошечной душой. И такими людьми всегда руководит темная сила. Достучаться, объяснить, как-то поговорить — это вообще не вариант. Они озлобленные, они вот этой ненавистью, они как бы и питаются, да, это их не все. Не пытайтесь с ними разговаривать, не пытайтесь там диалоги вести. Это все бессмысленно, абсолютно бессмысленно. Еще и, знаете, словесно вас могут как-то оскорбить и обидеть. Защищайте себя и, пожалуйста, без надрывов, да? То есть не принимайте эти выпады в вашу сторону, как будто бы вы что-то сделали. Нет, это просто вам не повезло. В вашем окружении, либо вы столкнулись с такими вот негативными людьми, злобными, да, пропитанными злом людьми. Вижу, что попытка неудачная, либо вы отбиваетесь. Но к сердцу близко не берите. Люди бывают разные. Бывают плохие, бывают хорошие. Вот. Вы тут ни при чем. Просто вам как-то не повезло. Либо вы вовремя не рассмотрели этих людей. То есть здесь как бы, да, нападение неудачно, либо вы отбиваетесь. Здесь у меня очень счастливая пара, мужчина и женщина. Смотрите, друг друга за руки держат. Женщина празднует свою победу. Сердце большое, но это любовь. Смотрите, вы все разные. Может быть, у вас уже есть симпатия к какому-то человеку. Он ответит вам взаимностью. Может быть, вы ждете какого-то человека, ждете от него действия. Он это действие выполнит. Если вы вообще без пары, то в паре вы точно будете. Два очень счастливых человека с правой стороны. Вы торжествуете, вы празднуете свою победу. Ну, случится ровно так, как вы загадываете, либо как вы мечтаете. Будет именно так. А еще мне нравится, как здесь расстановочку показали. Мужчина больше, выше, а женщина такая прям миловидная, красивая, хрупенькая, маленькая. То есть такая пара, да, классические взаимоотношения. Когда вы рядом с сильным, заботливым мужчиной, можете позволить себе быть такой легкой, немножко безрассудной, да? Не напрягаться, девочки, не напрягаться. Хороший знак, очень хороший знак. Смотрите, все дороги ведут к этому счастливому событию. То есть от этого не уйти. Ну, счастье будет, в личной жизни счастье точно будет. Здесь камень у вас показали. Камень как будто бы на ножках, как будто бы вас какая-то проблема преследует постоянно. Либо постоянно повторяется одно и то же. Как заколдованное, да? Вы как зачарованные, и вот эта неприятность вас преследует. Есть объяснение. И вижу человека, который объяснит, что с вами происходит. Либо не только объяснит, но и научит, да, что делать, чтобы эта проблема вас не преследовала. Что делать, чтобы дальше по жизни у вас не было повторов таких проблем. То есть как поделиться знаниями, раскроет вам на что-то глаза, опять же, обучит вас. Вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Но этот камень на ножках, все, ножки, вон, видите, ломаются. Проблема будет решена.
И больше такого в вашей жизни не повторится. Ни при каких обстоятельствах, ни при каких условиях. Есть разгадка, есть варианты, да, как это все решить, как от этого избавиться. Так, чуть выше показывают маму и ребенка. Именно маму. Чего-то вы хотите для своего ребенка. Может быть, ребенок сопротивляется, а может быть, сложно этого добиться. Но у вас получится. У вас точно это получится. Все вы делаете правильно, как правда на вашей стороне. И вы своему ребенку сможете дать самое лучшее. Может быть, сейчас не понимает ребенок, но в будущем все поймет. То есть все делаете правильно. Может быть, у вас такие мысли были: ну раз не хочет, значит не буду. Да? Либо, возможно, в этом нет смысла. Есть в этом смысл. Вы своему ребенку дадите вот самое лучшее. Лучшее из лучшего, так даже я бы сказала. Так, еще вижу, что вы какое-то разрешение скоро получите. Разрешение, согласие. Но больше идет как разрешение. Что-то вам разрешат. Разрешат сделать, разрешат получить. Вы будете очень счастливы. Сейчас это кажется абсолютно невероятным, да, либо нет никакой надежды, но вы это разрешение получите. И еще показывает дверь, в которую нужно стучаться. То есть, возможно, недостаточно просто там один раз спросить, либо один раз попросить. Нужно делать это на постоянной основе, да, регулярно, систематически, да, стучать в эту дверь, и эта дверь перед вами точно откроется. То есть это даже, знаете, как по судьбе вам идет. Если стучаться постоянно и громко, то дверь откроется быстрее, гораздо быстрее. Если просто подождать, да, ну какое-то время займет, но все равно вы это получите, разрешение получите. Еще показывают лошадку, но лошадка у вас треногая. Знаете, это очень похоже на заработки в интернете. Интернет, может быть, даже телефон, да, вот какие-то заработки вас ждут. Очень, кстати, перспективное дело. Если этим заниматься постоянно, регулярно и настойчиво, можно очень хорошие деньги заработать. Заработок в интернете. Что конкретно, вы все разные, я не могу сказать. Но с левой стороны заходит. Возможно, вы скоро заинтересуетесь, возможно, вы уже начали этим заниматься. Да? Здесь есть деньги, здесь есть глубокий потенциал. Просто нужно это делать постоянно, изо дня в день, да? Уделять достаточно внимания и времени этой работе. И можно очень неплохие деньги заработать. Опять же, все зависит от вас. Еще мне показывают, что вас обманывают. Причем обманывают какие-то близкие люди. Это могут быть родственники, и также это могут быть там друзья, коллеги, с кем вы прям постоянно общаетесь. Какой-то обман есть. Обман и либо используют вас, либо хотят вас использовать в своих каких-то корыстных целях, интересах. Опять же, за ваш счет реализовать себя, свои какие-то желания. Это очень некрасиво, но вы все это поймете, и будет немножко больно. Опять же, немножко не повезло, да, что именно такие люди в вашем ближнем окружении. Ну, обман раскроется, вы не такой вот человек, да, легкий, что вас прям можно как ребенка обмануть. Нет, вы чувствуете, что что-то не так. Вот как мысль какая-то в голову заседает, и вы об этом начинаете думать, и вам это не дает покоя. Вот действительно, вижу одного человека, который занимается обманом. Обманывает вас, прям глядя вам в глаза. Так, еще здесь как рекомендация проверить какой-то парный орган. Но это могут быть уши, глаза, легкие, почки. Это парный орган. Нужно как-то проверяться, либо, возможно, даже уже лечиться. Но если у вас есть какие-то проблемки, я думаю, вы себя узнаете. Пожалуйста, не тяните время, идите, проверяйтесь и принимайте какое-то лечение. Это важно.
важно для вашего уровня и качества жизни. Не надо болеть, надо быть здоровенькими. Так, еще вижу, что вы на что-то загадываете. Загадываете, как просите, даже возможно, чтобы ваша мечта, чтобы ваше желание исполнилось. Есть помеха на исполнение. Помеха идет не от высших сил, а от людей. Видите, вы хотите, но кто-то этого не хочет. Человек будет прям упираться, и время исполнения, оно будет долгим. То есть ваше желание, ваша просьба, мечта, оно точно исполнится, но через какое-то время. Потому что кто-то уперся и не хочет, чтобы это было. Да, человек, который может повлиять на всю эту ситуацию, на ваше исполнение, не хочет, чтобы ваше желание исполнилось. Либо чтобы было по-вашему. Человек, возможно, вам этого и не говорит. Но он все, либо она все делает для того, чтобы вас затормозить в вашем желании. Так, кого-то из вас ждет как будто бы новая работа, либо новый вид деятельности. В чем-то будете себя пробовать. Сначала прям совсем не понравится, а потом полюбите эту работу. Ну, пройдет, может быть, там неделька-две. Вы разберетесь, привыкнете, и уже как работа в радость вам идет. Может быть, не совсем, что вы хотели, может быть, не совсем, что вы искали. Но работа хорошая, место хорошее, коллектив хороший, отношения начальников хорошие. Вам там понравится. Сначала как-то вы прям в штыки, что все, нет, больше не буду, а потом понравится. Дайте шанс этой работе себя показать. Дайте шанс себе, да, потому что место действительно очень хорошее. В самом венце у вас очень классный знак. Это, знаете, как ракета, ракета, которая идет на взлет. У них отыграется, что какой-то человек очень быстро появится в вашей жизни рядом с вами. Просто вот как влетит в вашу жизнь на большой скорости. А у других отыграется, что вы как-то быстро чего-то добьетесь, что-то получите. Ну, словно бы на ракете летите, да, на бешеной скорости. Мои хорошие, опять же, вы все разные, но знак очень хороший. Еще мне нравится направление. Направление в правую сторону, в вашу сторону. То есть это для вас положительно, это для вас хорошо отыграется. Что бы это ни было, это будет очень хорошо для вас. И если вы сейчас в каком-то застойном состоянии, там, оглянуться не успеете, когда на большой скорости будете мчаться в свою новую, прекрасную, светлую жизнь, либо рядом с вами появится тот, кто вам прекрасную жизнь обеспечит. Хорошие очень знаки. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.